بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ولا تسلط علينا بذنوبنا يا رب من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك يا ربنا مسألة المساكين أن تعيذنا من عذاب القبر والنار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые мусульмане, уважаемые братья, мы восхваляем Создателя и Творца, Аллаху Раббуль Алямин, который знает наши явные и тайные деяния, который создал земли и небеса, который создал самого разумного, что есть на земле человека, дал ему разум и мышление, не спосылал на него великого человека, ради которого сегодня мы здесь, Мухаммад, алейхи афзалу салати вассалям, которому не было равных, не будет равных никогда, о котором отзывался сам владыка всех миров следующими словами. Он говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва иннака ла'аля хулукин азим». Воистину ты, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, человек великого нрава. Вместе с этим не спосылал на него Коран, который является знамением до судного дня. И информация неисчерпаема, в котором информация неисчерпаема. После этого я хочу посвидетельствовать, что нету божества, кроме Аллаха. Как-то раз Сайидина Умар, ради Аллаху анху, шел по дороге Медины и вдруг увидел маленьких детей. Оставив своих друзей, Умар догнал этих детей, остановил одного мальчика, приравнивался к нему, став перед ним на колени. Поставив на его голову свою руку, сказал следующие слова. Он говорит: «Я валади, уд'у Аллаха ан ярхамани». О мой мальчик, проси у Аллаха, чтобы он пожалел меня, Умара, ради Аллаху анху. Его друзья, товарищи говорят: «Я амир аль-му'минин, о Умар, ради Аллаху анху, ты человек, которому Аллах предвещал рай. Ты правитель мусульман. И ты позволяешь себе подобное, чтобы садиться к ребенку прямо на улице, остановить его и просить у него, чтобы он просил у Аллаха за тебя, о Умар». На что ответил правитель мусульман Умар, ради Аллаху анху, следующими словами. Он говорит, ради Аллаху анху: «Разве этот мальчик совершал еще грехи? У него еще не было грехов. И Аллах услышит его мольбу. А я кто? Я человек, который совершал грехи. Я взрослый, и пищатся они мои. Поэтому, говорит, я просил у него, чтобы он просил за меня у Аллаха». Это не говорит о том, что
Умар, ради Аллаху анху, сам не просил у Аллаха. Каждую ночь перед сном правитель мусульман, перед сном говорит сам себе: «Маза такулу ли раббика гадан я Умар?» Что ты скажешь владыке всех миров завтра в судный день, о Умар? Чем ты ответишь, о Умар? Ради Аллаху анху. После этого я хочу посвидетельствовать, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является посланником и пророком Аллаха. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, вместе со своими сподвижниками совершал зияра на кладбищу Бакир, что находится в Медине, возле мечети Ан-Набави. Посланник Аллаха, навестив эти могилы, сел и заплакал до тех пор, пока не помоклась его борода. И он говорит следующие слова: «Лакад иштакту иля ихвани». Воистину я соскучился по моим братьям. Посланник плачет и повторяет одни и те же слова. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивают: «Аваласна ихванука, я Расул Аллах?» Разве мы не являемся твоими братьями, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Посланник Аллаха говорит: «Ла бал антум асхаби». Нет, вы не являетесь моими братьями, однако вы являетесь моими сподвижниками. Сподвижники спрашивают: «Ваман ихванука, я Расул Аллах?» А кто они, твои братья, я Расул Аллах? На что ответил великий человек на земле Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: эти те, которые не видели меня и уверовали во мне. Эти те, которые не видели меня и уверовали во мне. А кто они? Разве не мы с вами? Те, которые не видели его и уверовали в него. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, плакал и сказал: я воистину соскучился по ним. А сколько мы соскучились по нему, сколько мы любим его, сколько мы познали и сколько мы знаем о нем. Сколько наши дети знают о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о человеке, который соскучился и плакал по нас. Потом сподвижники спрашивают: я Расул Аллах, кейфа та'рифухум? А как ты можешь их определить и узнать, я Расул Аллах, ибо ты их же не видел? Как ты можешь их узнать, я Расул Аллах? Посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям: о мои сподвижники, если у кого-либо из вас есть конь, лошадь, у которого на лбу мятина белая, он может определить своего коня? Они говорят: наам, я Расул Аллах. Он может определить их, своего коня. Потом посланник Аллаха говорит: и моя умма также Аллахом будет воскрешен в судный день гурран мухаджалин. У них лбы будут белыми, со светом, руки будут со светом, ноги будут со светом. Это благодаря тому, что мусульманин для каждой молитвы, когда он хочет молиться, когда ему необходимо молиться, он делает вузу, омовение. Вот эти места, на которых мы делаем омовение, в судный день они будут со светом. И этим посланник Аллаха определит нас, всех мусульман. Пусть Аллах возвысит своего посланника Аллаха, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и он возвысил его.
О чем я хочу сегодня с вами говорить? Хочу говорить о времени. И что такое время, которое мы просто проводим, которое мы не жалеем провести, и которое мы проводим в гадиканах, сидя за телевизором, читая газету или играя карты, кроме тех, которые боятся Аллаха. Да, воистину, те, которые боятся Аллаха, они никогда не проведут времени даром. Впустую они время не проведут. Хасан аль-Басри, рахимахуллах, его спрашивают о Хасан аль-Басри, кто такой человек, на что имам показывает пальцы. Он говорит, человек это, посмотрите, говорит, на мою руку. Вот он человек. Это сочтенные дни, когда кончается день, то есть укорачивается его жизнь. Если мне Аллахом дано 50 лет, один год убираем, остается 49, второй убираем 48, и оно наше, укорачивается день за днем. Каждое утро от Всевышнего Аллаха, по воле Всевышнего Аллаха, время обращается к нам со следующими словами. «Ибни Адам ана халкун джадид, ва аля амалика шахид, фатазаввад минни, фа инни ла ауду иля яумил кияма». О сын Адама, я новое творение Аллаха. Я новое творение Аллаха, и я свидетель твоих деяний. Фатазаввад минни, ты воспользуй меня, используй меня. Фа инни ла ауду иля яумил кияма. Воистину, я не буду возвращаться к вам до судного дня. Ушло оно время, ее не возвратить до судного дня. Судный день он придет к нам как свидетель наших деяний. И что мы ответим? И человек может пожалеть за то время, которого он провел впустую, бездарно, совершая малые и большие грехи. Может пожалеть в двух местах. Первое место – это когда к нам придет ангел смерти. Он обязательно войдет в каждый дом, в каждый очаг, и не останется на земле живого никого, кроме как войдет к нему ангел Израиль. И заберет он обязательно нам наши души. Ибрахим, алейхиссалату вассалям, к нему как-то раз заявился ангел, Малакул Маут. Ибрахим говорит, заиран ам кабизан я малакал маут. Ты пришел ко мне навестить меня или забирать мою душу? Он говорит, кабизан я Ибрахим. Забрать твою душу пришел Ибрахим. Потом Ибрахим говорит, разве мой друг захочет, чтобы я погиб? Ибрахим ведь является кем? Другом Аллаха. И Ибрахим говорит, разве мой друг захочет, чтобы я умер? А потом ангел обращается к Аллаху и говорит, я раб, вот так обратился ко мне твой раб и твой друг Ибрахим. На что отвечает Всевышний Аллах, он говорит, а разве мой друг не хочет навестить меня? Разве он не хочет навестить меня? Но он обязательно войдет. Мы должны всегда быть готовыми к этому. И когда мы пожалеем это тогда, когда к нам заглянет ангел смерти, о чем Всевышний Аллах четко и определенно говорит в Коране. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва анфику мимма разакнакум. Отдайте из того, чем Аллах наделил вас. Отдавайте бедным, обездоленным, сиротам, тем, кто нуждается, до тех пор, пока к вам не пришла смерть. А когда он придет, и вдруг вы не отдали,
вы скажете, что мы скажем тогда, я Раб? Аллах говорит: Рабби, лаула аххартани иля аджалин кариб. О Аллах, дал бы ты мне время, маленькое, хоть короткое время, чтобы я мог отдавать эту милостиню бедным, обездоленным, чтобы я мог совершать молитву, чтобы я мог поститься, чтобы я мог прекратить те грехи, которых совершал я Раб, дай мне время. Даст ли нам Аллах время? Нет и никогда нет. Всевышний Аллах как раз таки об этом и говорит в Коране. Он говорит: нет, не будет этого. И второе, когда мы пожалеем за то время, которое мы проводим даром, это тогда, когда уже Аллах определит, кого в рай, кого в ад. И те, которые уже определены в ад, Аллах рассказывает о них, что они скажут. Бисмиллахир рахманир рахим. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهم эти обитатели ада, ястарихуна фиха, они будут, у них крики раздастся из ада, они будут кричать и орать, они скажут: Раббана ахриджна, я Раб, о наш Господь, выведи нас из этого ада, на'мал салихан, мы сделаем добрые дела, мы будем совершать молитвы, мы будем поститься, я Раб, мы прекратим с теми грехами, которых мы совершали, и мы будем совершать благие деяния, но не те, которых мы совершали, будучи живыми, я Раб. На что отвечает Всевышний Аллах: нет, о мои рабы, не будет вам этого. Вы не возвратитесь на этот свет, ибо ваши дни были сочтены, ибо к вам был ниспослан посланник Аллаха, ибо я вас сделал маленькими, потом вы стали старыми, у вас появились белые бороды, седина. Неужели вы и тогда не заметили и не определили, что вы тоже будущие покойники? А сколько мы видим, сколько мы хороним каждый день, каждый месяц, каждую неделю. Сколько наших братьев, сестер мы хоронили. Неужели этого недостаточно, чтобы определить, что мы и наши дни сочтены? Усман, радiyallahu анху, когда хоронил человека, стоял рядом с могилой, он плакал до тех пор, пока не помоклась его борода. Его спрашивают: я амир аль-му'минин, ты бываешь в мечети, не плачешь, ты слушаешь проповедь, не плачешь, однако возле могилы ты плачешь до тех пор, пока не помоклась твоя борода, я амир аль-му'минин. На что отвечает Усман, радiyallahu анху: я плачу, потому что я слышал Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как-то раз он, говорит, сказал: аль-кабру аувалу маназилил ахира. Могила – это начало загробной жизни. Тот, кто спасен в этот момент, он спасен на вечные времена. А тот, кто не спасен в этот день и в этот момент, он не спасен никогда. И поэтому, говорит, я представляю, говорит, этот момент, и я, говорит, плачу, боюсь, говорит, Аллаха. А сколько мы боимся? Мы уже привыкли людей хоронить. Мы настолько привыкли, что нам кажется, это просто так. Взяли, похоронили человека и ушли. Но однако это не так просто. Сайидул амбия и валь мурсалин, алейхи салату вассалям, когда он хоронил своего сына Ибрахима, алейхи салату вассалям, он плакал, а за ним стоит Умар, радiyallahu анху. Посланник плачет, и Умар плачет. Посланник оборачивается на Умара и смотрит на него, и он видит, как Умар усердно, радiyallahu анху, плачет. Посланник спрашивает: я-то, говорит, потерял сына, а что с тобой, я Умар? А почему ты столько плачешь, о Умар? Умар говорит, радiyallahu анху: о посланник Аллаха, этот твой ребенком был, он маленький, я Расул Аллах, на него не было грехов,
Он умер, когда ему было, версия есть год и 5 месяцев, другая версия есть год и 8 месяцев. Он говорит: я Расулаллах, на него не было грехов, однако ты своими руками похоронил его. А кто будет хоронить меня, я Расулаллах? Я плачу, потому что я боюсь Аллаха, я Расулаллах. А сколько мы боимся его? Сколько мы готовимся на этот день? Усман, радiyallahu анху, плакал. Умар, радiyallahu анху, плакал. Абу Бакр ис-Сиддик, радiyallahu анху, плакал. Великие люди плакали. А что с нами? Так давайте взять пример от тех людей, кто является на самом деле для нас примером. Пусть Аллах даст нам волю и разум, чтобы использовать это время для благих и богоугодных дел. Пусть Аллах возвысит нас всех, пусть Аллах простит нас, пусть Аллах сделает нас из умми посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и пусть Аллах даст нам возможность, чтобы он судный день, чтобы он дал посланнику возможность, чтобы он судный день помог нам. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.